Если бы я, конечно, не знал бы об этом, я бы здесь жил спокойно. Но когда ты уже знаешь об этом, то есть ты легко улетаешь хоть куда. Вопрос что страха, куда я поеду, кому я буду нужен, а где я буду работать. Но до несколько десятков тысяч долларов. А если вы научитесь в телефоне зарабатывать, вы поймете, что вы не привязаны к городу. Потому что вы зарабатываете где? В телефоне. Поэтому, в принципе, нет страха. И вот примерная моя жизнь. Смотрите. Мира посетил, телевизор 13 лет не смотрю, меня показывают самого по телевизору, занимаюсь благотворительностью, дарю людям подарки, деньги, устраиваю акции, потому что мне нравится это делать. Провожу разные тренинги, потому что мой наставник сказал, и в религиях это написано, 10% ты должен инвестировать в благотворительность. Я же вам начал с 4 религий. Так вот, во всех основных религиях говорится, 10% отдавай. Понимаете? И вот почему у нас тренинги, я слово бесплатно не люблю от слова без. Я люблю вот в подарок. Да, там, я не люблю слово работа от слова раб. Я люблю слово трудиться. Я не люблю слово спасибо, я люблю слово благодарю. То есть я уже, вот видите, по-другому начал ко всему относиться. И вот у нас полный зал в городе Чита, полный зал в городе Улан-Удэ. Мы помогаем, развиваем людей. Кто хочет, меняет свою жизнь, кто не хочет. Да. Ну вот я вам сказал, что есть 2 новости. Что тренинг в подарок. А стоит он десятки тысяч долларов. Он в подарок, а стоит он десятки тысяч долларов. А как оценить? А камень только может оценить ювелир. Я вот 100% знаю, что вы вот в этом зале не сможете определить, определенно живете там, где камни добывают. Вы не сможете оценить, сколько карат, фианит, не фианит, настоящий бриллиант или выращенный бриллиант. Есть сейчас выращенные бриллианты, знаете? Их даже добывать не надо. Да. И вот так вот, и вы не поймете. Потому что только ювелир может давать что? Оценку. Ну, к примеру, вот часы. Ну вот часы, вот простой пример. Ну вот так вот посмотрит человек, ну часы, ну что там, 5 тысяч, 10 тысяч рублей. Ну как человек подумает? Ну часы да часы, да? А вот на самом деле, да, 27 тысяч долларов. 1 миллион 750 тысяч рублей. Ну, понимаете, о чем я говорю? Ну вот, фишка вот в этом, чтобы что-то оценивать, нужно понимать. И вам я рекомендую сегодня понять, что у вас сегодня очень дорогой тренинг. Это надо оценить, осознать и начать что? Но самое интересное, у вас завтра в этом зале будет еще главнее тренинг. И вот вы знаете, моя черта какая, вот мы не сдались, самолет откладывали. Я вот не спал сегодня, еще не, вообще, в самолете там немного покумарили, а так более суток мы не спали. Постоянно контролировали. Авиалиния Якутия, она всегда вот такая. Рейс, мы же вчера приехали в аэропорт, мы все прошли, зашли. Нас уже в отстойник загнали, уже автобусы подогнали, багаж сдан. Понимаете или нет? Уже все. А потом говорят, 20 минут типа задержка. Хорошо. Потом час. Хорошо. Потом говорят, вы можете сходить пока в кафе. Я уже думаю, что-то тоже хорошо, чай пойдем попьем. Думаю, хоть посидим там, потрудимся. А потом идите домой. Мы говорим, а во сколько вылет-то? А неизвестно. Отслеживайте. Фантастика, нет? В смысле, а как отслеживаете? Где отслеживаете? Никакой информации. В
в 3 ночи звоним никакой, в 5 ночи звоним никакой. Ну ты же понимаешь, что рейс улетит, а мне же людям надо помогать. Ты же не спать-то не ложишься. И потом в 7 утра никакой информации. В 8:15 уже по якутскому говорят, через час перезвоните, будет информация. В 9:15 звоню, никакой информации нет, точной информации теперь нет. Ты не спишь, ну, понимаешь, это вообще класс. Я уже в Москву звоню, появится информация позже, ждите. И вот сидишь вот так вот и не понимаешь, когда вылететь. И вот ты не ешь, ты никуда не идешь, ты вот сидишь, контролируешь. Но мы справились с этим, всех собрали, всех привезли, ни один не отстал. Ну и дальше. Вылет будет, потом сказали, в 11:15. Мы туда приехали. Рейс задерживается. То есть мы уже там, а мы не ели, не завтракали. Представляете? То есть не спали. Уже в 11:15. Сидим уже. Все, задержка. До 11:50. Классно, сидим дальше. Потом это 12:50. Фантастика. Это мы уже опять приехали в аэропорт, опять прошли. Потом говорят, что-то в 13:30 будет вылет. Я уже считаю, думаю, нифига, мы уже опаздываем. Вот заранее летишь, все сразу прилетели, не ели, собрались, вот все в спортивных одеждах, никто не переоделся, не умылся, не побрился. К вам приехали. Ну настроение какое? Вот самое главное, вот это вот богатое мышление, оно, понимаете, мы же приехали. Приехали. Мы живые, живые. Вы здесь есть, есть. Все, а сейчас будем зажигать. Вот подход. А представьте, если мышление бедное. Ты начнешь, не спал, не ел. Ну, вот как это, жалеть себя начнешь, да? Ходить вот в это чувство в какое? Да, жалости. Вот богатые люди этого не делают. Они просто живут и помогают людям. Сегодня у нас, я вообще для вас программу классную привез. Она для вас будет полезна, эффективна, и все ее поймут. Уже сколько людей зашло. Ну, во-первых, смотрите, более 7 миллиардов людей нуждаются в здоровье, мечтают о здоровье, мечтают о том, чтобы путешествовать, мечтают о том, чтобы помогать людям, мечтают о том, чтобы у них были деньги, мечтают о квартирах, домах, да? Мечтают о призвании, мечтают получить какую-то карьеру. Но 90% с лишним не имеют этого. Одиноки в семьях, болезни, не тот дом, не та квартира, не та машина, нет за границей. И знаете, я на чем себя поймал мысль? Я своим ученикам сижу и говорю, а представьте, насколько у нас время не теряется. Мы хоть и сидим, ждем в аэропорту, но мы в телефоне деньги зарабатываем. А все остальные сутки люди сидели сутки, и они-то деньги не зарабатывали. То есть плюс наш был, мы прямо сидели и зарабатывали деньги. Классно? То есть вот этот стиль жизни современный, он очень актуальный в настоящее время. И поэтому, в принципе, мы не потеряли время. Мы ответили, мы сделали заметки, мы сделали платную рекламу, бесплатную рекламу, и мы заработали деньги. Поэтому вот это тоже мысль, наше время не теряется. То есть вот это очень важно. Теперь смотрите, что получается. Быть здоровым несложно. Быть богатым несложно. На самом деле это принятие решения. И сейчас я вам покажу, как любой из вас может зарабатывать. Причем легко. Несколько методов.
самых простых. И я могу показать, как легко можно быть здоровым. Ну, человек, который не спал более суток, перед вами стоит, нормально говорит? Да. Вот видите, это значит, он знает что-то, как можно быть здоровым. Но так было не всегда. Я родился в том городе, где экология была и есть не очень, потому что наш город окружен урановым заводом, потом нефтеперерабатывающий завод, цементный завод. И получается, друзья, что вот здесь мне 25 лет, я здесь опухший, дышать я носом не могу, дышу ртом. Это пенсионер, там пенсионер, мне 25 лет. У меня по врача употребляю разные препараты. Это ингалятор в рот, жидкий кларитин, уфилин, димедрол. Несколько раз я умирал, мне делали уколы, потому что ты сильно становишься, дышишь. И я никогда не дышал носом, потому что в носу была белая заложенность. Я всегда дышал в том, я стрессовал. И ты начинаешь, каркиваешься, сопишь. У меня аллергия с астмой, пожизненная инвалидность, которая не снимается, ты состоишь на учете. Вы знаете, мне Вселенная, я благодарен Богу, что мне Бог дал инвалидность пожизненную. Я стал ценить жизнь, у меня нет теперь инвалидности, и я могу любому человеку быть здоровым. В смысле, это дано было для того, чтобы сказал другому. Дальше. Я родился в бедной семье, для того, чтобы потом рассказать людям, как можно что? Быть богатым. Вот в этом фишка. То есть я в жизни получил множество определенных испытаний для того, чтобы потом людям рассказать, что на самом деле жизнь она что? Прекрасная. У меня вот здесь вот 2 шрама, вот здесь 2 шрама, здесь 11. Здесь, вот шрам, 7 миллиметров для сонной артерии не хватило. Здесь палец не сгибается. Вот. Здесь пластина железная стоит. Вот. Ну и множество в жизни чего было вот разного. Кредиты, трудности, проблемы, женщины. Ну, у вас тоже было, да? Я о чем говорю? Это все дано для того, чтобы ты прошел этот путь, переосмыслил этот путь, стал более глубоким, более богатым внутри, и речь-то не о деньгах. И жил, и радовался, и ценил жизнь. И помогал другим людям потом выйти из того болота, в котором они находятся. Поэтому я вот благодарю за все это, но хотя я никому из вас бы не пожелал это пройти. Ну, зачем? Можно на самом деле сегодня профилактировать болезнь, профилактировать бедность. То есть каждый из нас может что сегодня делать? Понимаете, друзья, каждый из нас может быть не дураком. Кто такой дурак? Это умный. То есть дурак равно умному. Умный все знает, ничего не делает. Ну, понимаете, кто такой умный? То есть умный, он, понимаете, от него воняет. Чем? Ну, что вы мне рассказываете, да я вот это, да ну, а посмотришь, вот я без шуток. Вот давайте разберем несколько умных категорий. Берем профессора, он умный. Есть мудрый профессор, есть умный. Я сейчас расскажу, в чем разница. И вот профессор, ему 52 года, и он рассказывает о здоровье. Вот он пришел в аудиторию, он рассказывает о здоровье. Ему всего 52 года. Вам, чтобы быть здоровым, надо правильно питаться. Вы должны жить правильно. Ну, то есть профессор 52 года. Вот такой кривой, вот такой толстый. И у такого профессора учиться нельзя. Это умный профессор. Но не
5000 рублей, чтобы всем нравиться. Учитель финансов. Я вот как понял, тут, наверное, преподают что-то. Он преподает науку, как деньгами управлять, как финансами. Какая у него зарплата? Как он может вообще учить деньгам, друзья? Вы бойтесь таких учителей. Вы логически подумайте, о каких деньгах он может говорить, если у них денег-то нет. Берем религию. Муфтия, ну неважно, любой деятель, который религиозный, да? Ребята, нужно соблюдать пост. Сам вот такой. Вы понимаете, о чем я говорю? Но я хочу обучаться у того человека, который говорит, надо соблюдать пост. Но он какой? Надо деньгами правильно управлять. А у него сколько денег? Вот, понимаете, о чем я говорю? То есть учитесь у кого? Не у умных, а у мудрых. Так вот, дурак равен умному, а умный дураку. И когда мы начнем вот понимать, да, друзья, это, то мы будем с вами, конечно, кем? Мудрыми. То есть мы будем не болеть, мы будем профилактировать болезнь. Мы будем не беднеть, мы будем делать утечку в кошельке. И вот я вам показал, что в свое время мне наставники стали передавать информацию. Вот здесь 25 лет, вот здесь 30 лет. Ужас? Кто там такое сказал? Нормальный парень. Просто родился в городе Урановом, да нефтеперерабатывающем. Плюс у нас медицина не профилактическая, а какая? Залечи, добей, замучай. Вот здесь мне 34 года. Но самое главное, вы должны понять, не все врачи плохие, не все религиозные деятели плохие, не все, понимаете, профессора плохие. Вот о чем я хочу сказать. Тот, кто соответствует, он что? Самый лучший. Здесь 34, то есть, видите, уставший, много проблемных. То вот я сейчас более суток не спал. Теперь смотрите, вот здесь 35,5. Но со временем я начинаю применять знания. Со временем я начинаю более правильно питаться, правильно мыслить, делать зарядку. Вот я был дураком, знаете почему? Я на тренинги ходил, но я не слышал. Я сидел, слушал, но не слышал. Я смотрел, но не увидел. В смысле, мне говорили, что делать, но я что? Был дурак равно умный. Либо умный равно дурак. И что в итоге-то произошло? Вот мне 35,5. Вот. А сейчас мне будет 1 мая 38. Есть разница? И вспомните, где мне было 25. Я не опухший. У меня все подтянулось, у меня лишнего ничего нет, я себя чувствую прекрасно, человек более суток не ел нормально, ну, скажем так, чуть меньше суток нормально не ел, не спал, но он получает удовольствие. А почему? Вот сейчас я объясняю. Потому что можно свое здоровье улучшить. Вот 700 заболеваний появляется, если ты стрессуешь. А от чего ты стрессуешь в основном? От того, что тебе не нравится. А что тебе не нравится? Кредиты же тебе не нравятся? А что ты их берешь? Значит, их брать нельзя. Берешь кредиты и от них же страдаешь. То есть поймите одно, стрессы от нелюбимого дела, от нелюбимой работы, от нелюбимой второй половины, от нелюбимых кредитов.
Ну, то есть от чего они появляются? И более 700 заболеваний. Поэтому, друзья, закройте уши, если вы попали в жопу, то не надо страдать. Надо порадоваться, что вы в ней. Потому что мне наставник сказал, что дальше некуда. Поэтому, говорит, радуйтесь. Потому что теперь у вас... Ну, понимаете? Ну, дальше-то некуда. Поэтому все, хуже уже не будет. И когда вы начинаете это понимать, вы уже не стрессуете. Ну и что? Ну, есть кредиты, не будет. Ну, есть там трудности, что? Не будет. И вы начинаете жить. Танцевать, смеяться, петь. Все, уже болезней многих не будет. Дальше. Мысль, молитва. Потом вы берете воду. Пьете воду. 2-2,5 литра в сутки. В смысле, не фанту, не колу. Мне вот некоторым хотелось это в самолете, когда летели, выкинуть с самолета учеников. Слышу, там сок заказывают в тетрапаках. Я уже год-два учу людей, что нельзя кушать сахар, что нужно правильно питаться, что нельзя пить сок в тетрапаках, потому что он не натуральный, он наоборот что? Вредит. Что нужно пить 2 стакана свежевыжатого сока в сутки. Что нужно пить 2-2,5 литра воды. Что жвачку нельзя жевать, потому что она вредная. Если жевать, то уж серу. Что нужно делать гимнастику. И вот, понимаете? И вот вода, это все. То есть, когда вы начнете пить воду, вот стресс, все, вы здоровы. Воду пьете 2-2,5 литра. То есть, имеется в виду, ни минералку, ни чай, ни соки в тетрапаках, а вода. Все, чистая вода, теплая. 2,5 литра. Здорово. Дальше, правильное питание, об этом будем завтра говорить, что можно есть, что нельзя. То есть, начинаете правильно что? Питаться. И технология. В Японии в течение 10 лет будет более 1 миллиона человек, кто живет более 100 лет. Там, по вашей статистике, по-моему, там свыше 80 лет, там несколько человек. Ну, то есть, вот, если посмотреть, их там не 1000. Ну, то есть, посмотреть, вот, понимаете, о чем я говорю? Их несколько, то есть, их не так много. Представьте, 1 миллион человек, кто живет более 100 лет. 1 миллион. Ну, примерно, хоть представляете? Так вот, разница в Японии в том, что первое, японец не обидит японца. Японец двигается, трудолюбивый. Дальше, японцы не берут на работу, если он не потребляет. То есть, больной японец на работе никому не нужен. То есть, там прямо вот устраивают на работу, и там подписывают документ. Официально, представляете? Круто? В Японии нет такого понятия лечить человека. Там нет такой медицины. Вот знаете, как вот операция, операция, операция. Там есть медицина, не довести человека до операции. Ну, то есть, заниматься профилактикой, молиться, обязательно правильные продукты питания и технологии новые. А что такое технология? Это то, что продлевает жизнь. Я вот рассказывал на днях важную мысль, что получается, вот в России, Казахстан, Россия, СНГ, СССР, медицина не пересматривалась с 1956 года. ГОСТы. То есть все лекарства, медикаменты, они производятся по ГОСТу 1956 года. Врачей учат по учебникам, как написаны. И были рекомендации тех годов, просто могут книгу переиздать, но стоматолог читает, и там, вот тот у нас стоматолог. Вон стоматолог. Вопрос. Зуб 2 степени
Только я не помню, подвижный или неподвижный. Что с ним нужно делать в Якутии? Я могу множество клиник в других городах показать. Не удалять, а сохранять, и будет классный зуб. Вы не поняли, вырезают органы, зубы вырывают в России, в СНГ. А в Японии до этого не доходят. В Якутии. Нет. Вектор это аппарат. Есть у вас в Якутии? Нету такого. На всю Якутию нет. Вектор это самый безопасный аппарат в мире в стоматологии, который делает чистку зубов То есть не трогает. То есть специальные компоненты. Вектор. Нету, что ли? Есть где-то? А кто пользуется? Дорогой. Примерно 10 тысяч стоит одна процедура. Не отбелить зубы. Отбелить это одно. Ну, то есть почистить, отбелить это одно, а вектор это другое. Дополнительно 10 тысяч. Получается, в Бурятии, на границе с Монголией, зуб второй степени. Она не знает, что... Вы не поняли, она неплохая. Врач неплохой, она не знает, ее никто не учил. Ей звонит... Делаете. У вас там что есть? А вот это есть у вас, а вот это есть? Нет. А вы как зуб вот этот вырываем? А вы того, что не знаете, что можно сохранять? Потому что те профессионалы, к которым я хожу, они выезжают куда? На конференции. А куда? Где конференции проходят? Не в России. Аппараты они откуда приводят? Не с России. Германия. Ну вы понимаете, о чем я говорю? Разве мы заслужили с вами такую жизнь? Я имею в виду россияне, казахстанцы, кыргызстан, белорусы. Почему? Мы не заслужили. Мы заслужили другой жизни, лучше. Так давайте менять мышление. Я вот в Улан-Удэ доцента медицины, магистр медицины, доцент, кандидат медицинских наук, 3 красных диплома. Я должна была профессора в этом году получить. Я ее уволил 2 года назад. Вот, Аэлита, выйдите сюда. Почему я вас уволил? Я уволил с 3 красными дипломами. Я сейчас вам объясню, зачем я ее уволил. Я ей объяснил, если ты не уволишься, ты будешь... Вы можете на уровне профессора уволиться? Вот видите, вас что-то сдерживает. Я задам сейчас вопрос. В этом году, слава Богу, не получила. Сейчас объясню почему. Скажите, пожалуйста, сколько профессоров, сюда поближе подойдите, официально получал на обычной работе профессором? На обычной берем. Около 20. Ну, то есть у них 100 тысяч. Профилактируя болезни людей со сцены, рассказывать, никого не зарезали, не вырезали, не укрепили всем жизнь, сделали профилактику заболеваний. Вот благодаря новым технологиям. Сколько вы заработали за ноябрь здесь? Более 50 тысяч долларов. За месяц более 3,5 миллиона рублей. Ну смотрите, я был прав, что ее уволил. Только смотрите, как я ее уволил. Я просто сказал, что существует другая жизнь, она же сама себя уволила. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы тоже должны сами себя уволить. То есть она приняла решение. И сейчас она понимает, что она правильно сделала. Теперь вот, чтобы они понимали, вот это легендарный профессор Мустафаев, он делает операции органосохраняющие. В Якутии вам таких не снилось. К нему приезжают пациенты с Японии. В книгу Гиннесов занесена его работа. Более 3 килограмм опухоли он вырезал у человека, и человек живой. И более 800 человек живой.
Профессор Мустафаев, это легенда, он геносохраняющий операции, плюс он один из лучших гинекологов в мире. Самые известные звезды, вот там, детей приезжали к нему рожать. Там Роза Ренбаева, ну и другие. И вот профессор рассказал мне, оказывается, операции-то сейчас есть, ничего не вырезают. Человек вовремя обращается, и если в этом городе есть профессор грамотный, и есть, ну, либо, ну, пусть назовем профессор, хирург, не люблю слово, устыруется что-нибудь вырезать. Ну, скажем так, профессионал в области сохранения здоровья человека. И он мне раскрыл, оказывается, сейчас вообще можно делать операции, даже человека резать не надо. Он мне рассказал, ну, давайте с точки зрения вот этих матершинных слов медицинских узнаем, как называется. Алита, расскажите, пожалуйста, первый вид, это какой? Но это когда разрезается живот, это лапаротомия называется. Как? Лапаротомия. Слово, хорошо, что я русский не знаю. Потом лапароскопия. Это? Это когда дырочки делаются. Вот смотрите, можно дырочки сделать и как-то там чух-чух-чух. А можно разрезать. Два варианта есть. Ну а третий вариант меня вообще просто, ну скажем так, обрадовал. Но денег у врачей нет на это. Ну в клиниках нет. Государство точно столько денег давать не будет. И третий вариант. Это ультразвук. И нет. Понятно, нет? Ну, естественно, про ранней стадии говорим. Да. То есть повели идею? Так вот, технология это все. Ну, вот Алита молодец, присаживайтесь. И вот, друзья, я до 25 лет вообще не... До 25 лет я потреблял только лекарства, медикаменты, препараты, антибиотики. Я уничтожал свою флору. Не знали, вам любой врач это скажет. Лекарство не лечит болезнь, а, скажем так, загоняет в угол и прячет. В момент болезни может сказать: здравствуй, это я. И теперь смотрите, вот то, что у меня в руках, для меня это все, жизнь при жизни. Для дурака это, знаете, как будто, вот что такое смешное. Типа панацея. Ну, да, дураки на все по-другому смотрят. Вот раньше, когда в 25 лет я стал потреблять разные какие-то добавки, кедровое молочко я покупал в России, в Корее и в Китае и в Таиланде я покупал другие компоненты, в Америке и в Германии другие компоненты. Зачем? Я хотел просто жить, мне же, ну, тяжело жить. Я еще раз скажу про лекарства. Когда я покупал лекарства в России, то, чтобы вам было понятно, американские, германские, российские, они в России продаются по российскому ГОСТу. То есть американский препарат в Америке с таким же названием имеет совершенно другое количество компонентов. Суточная норма. Уловили идею, нет? То есть название, например, одно и то же, но в Америке это одно количество, ну, полезных каких-то там веществ, а в России это, ну, норма, допустим, в России, я точно не помню, скажем так, 100 миллиграмм витамина С в сутки. А, например, в Германии и в Америке уже от 500 до 2. То есть от 500 миллиграмм до 2 грамм, что ли, получается? Что у нас после миллиграмма идет? Грамм. Да. То есть, ну, примерно, давайте подумаем. Вот вам не ешь много, типа там это. Да там вообще нифига нет. Не будет. Сладкий мел. Да, поэтому иногда их ешь. Написано 100 миллиграмм суточная норма витамина С. Или там 50 миллиграмм витамина В там, или 75.
Ну, ГОСТы такие у нас мизерные. А в Америке до 1000. Ну, к примеру, поняли разницу? Конечно, там человек ест, у него все нормально, все функционирует. И когда я покупал американский препарат в Америке против аллергии, то у меня одна таблетка решала все. Но я не всегда же был в Америке. Я же не всегда был за границей. А когда покупал в России, то не то вообще. Ну, не проходит вот боль. Чуть-чуть чувствуется что-то, но не то. Не хватает. И вот сейчас я вам покажу продукт, который меня лично очень сильно радует, потому что раньше я потреблял более 20 баночек, БАДов, витамин, мелких лекарств, основанных на травах, таблет, то есть, и так далее. А наш продукт, вот этот ЛВ, это еда. Вот это еда. И когда мне сказали, что вот эта капсула заменяет завтрак или обед, я вот честно вам могу сказать, первый раз не поверил в это. Представьте, вот это завтрак или обед. Ну, нормально, нет? Вот я же нормальный человек, и мне говорят, ты, говорит, вот это ешь, типа, я говорю, вы что, нормальные, нет? Дайте мясо там. Вот это вы хотите, чтобы я ел, типа? Ну да, это же, говорит, еда. Я говорю, вы нормальные, вообще адекватные, какая еда? Ну да, то есть это же и побольше. И в общем, понимаете, изначально я в это не верил. С первой технологией такой я столкнулся 5 лет назад. Но она была такая, вот как телефоны бывают, знаете? Samsung 1, Samsung 5. Она была маленько, другого формата. Я не поверил, заказал. Начал потреблять, заработало. Вот эта технология, это уже последняя, это как вот Samsung S10 сейчас вышел. И вот, понимаете, я сейчас вам покажу, что я делаю. И это совершенно для меня не смешно. Потому что моя жизнь изменилась. И также мои ученики тоже что? Молодец. Вот. А как можно в 5-м десятке молодеть? Как можно в 5-м десятке-то молодеть? Это же невозможно же. Как люди думают, типа 5-й, 10-й? Как можно молодеть в 5-м десятке, ребята? Да можно, оказывается. Технология. Технология. Мышление, вода, зарядка, правильное питание, технология. И более 500 полезных продуктов питания. И вы знаете, я сначала не поверил и, проверял. И я думаю, думаю, возьму в больницу. Сейчас вот это пищевая смесь. Детская пищевая смесь берется ложечка, мерная емкость и вода. И ребенка кормим. И со временем допер. Это просто взрослая пищевая смесь. Ее можно потреблять 3 способами. Первый способ – взять, проглотить и запить. Второй способ – развести в воде, кто не умеет глотать. Но мне нравится вот такой способ. Самое большое количество каки. Я говорю, в смысле, дурачок, сразу? Он говорит, самое большое количество микробов в полости рта. Ты дурак. Кушаешь любую еду, яблоко или еще что-то, а у тебя здесь бактерии. Куда они идут? Я говорю, я откуда знаю вашу что ли, биологию или еще что-то? Пищеводительный тракт. Что? Чистить зубы надо, полоскать полость надо, дезинфицировать надо. А вот продукт кушаешь, и он дезинфицирует, и плюс через кровоток кормит мозг. Я говорю, а мост здесь при... Мост-то зачем вообще? Да я вообще не понимаю. Он говорит, Андрей, ты точно дурачок. Что я дурачок-то?
Он говорит, ну смотри, мозг это главный орган у человека. Я говорю, в смысле главный? Он говорит, у человека есть 79 органов. Он говорит, скелет, это орган, что он говорит, да. Кожа, говорит, это самый большой орган в мире. Я говорю, в смысле это, говорю, в смысле орган, что ли? Ну как, вот люди же, они как, вообще же ничего не понимают. А мозг управляет всеми ими. Он заставляет скелет двигаться, глаза смотреть. Ну, понимаете, кто заставляет? Мозг? Ну, давайте вот так рассуждать. Вот. Да? Вот он стоит. Мужчина-охотник. Женщина. Красивая для его мышления. Он на нее смотрит просто как? Как смотрит? Как на объект какой-то. Его мечта. Красивая девочка там, ну, которую он там. И она, как у него работает? Вот, хорошо. Мозг что? Все понимает. Мозг. Так я съел сейчас продукт. Я мозг покормил. И мозг начал уже что? Начал трудиться. Он запускает органы. Он дает каждому органу свою задачу. У вас несколько триллионов клеток. Он дает задание, все работает. Плюс мы берем воду, пол-листа продезинфицировали, микробы уничтожили. Воду берем. В пищеварительном тракте происходят процессы, и в клеточку попадает питание. Вы становитесь сыты гораздо быстрее, если бы съели много еды. Человек 30 минут ест, а еще голодный. Потому что продукт питания перерабатывается более 30 минут. Хорошо, если вы пьете сок свежевыжатый. Он уже переработан, но он быстрее клетку питает. То есть вы уже насытились. Все, вот этот продукт обходится примерно 100 рублей завтрак или обед. Экономит много денег на продуктах питания, на БАДах, лекарствах, витаминах, дает энергию и легкость, дает эффективность. Я, например, никогда раньше не отжимался 50-100 раз. В молодости я отжимался там 15 раз, 20 раз. Сегодня я отжимаюсь от 50 до 100 раз за 1 минуту. То есть, получается, сила появилась внутри организма. И поэтому, если вы хотите быть здоровым, завтра приходите на лекцию по здоровью. Мы там обсудим, что можно кушать, что нельзя, какую зарядку надо делать, какую нельзя. Хорошо? А теперь скажите, вот этот продукт вообще в Якутии нужен? Да. Это морковка, это гранат, это манго, это разные травы. Нужен? У вас нет? Да. Это Турция. Это Турция. Вот. Это клетчатка. То есть вот то, что я съел, это не клетчатка, а это клетчатка. То есть вы должны потом еще потреблять в течение суток клетчатку. Я расскажу, какую можно, какую нельзя, это завтра. Но не факт, что в этой клетчатке есть польза. А вы не слон. Мамонта, кстати, тут у вас видел. Стоит в этом полярной звезде. И мамонт, понимаете, вы же не мамонт столько кушать. А какая нагрузка на пищеварительный тракт, когда вы много кушаете? Я тут в Бурятию приехал, и они там хотели мой режим сорвать. Там бухгалеры, там, ну, бузы, позы, там, манты. Все, что есть, нельзя, в общем. В большом количестве тем более.
И вот, ну, когда начинаешь есть, понимаете, ну, во-первых, это не перерабатывается, это время надо, ты себя так тяжело чувствуешь, такой неподвижный становишься, такой комочек. Ну вот 100 рублей и профилактика более 700 заболеваний. Реально работает, реально проверено, без всякого вранья, проверять ничего не надо, лучшие профессора это рекомендуют, все реально, результаты у людей невероятные. Сразу хочу сказать, это не лекарство, мы ничего не лечим, мы кушаем еду, мы профилактируем болезни. Но каким-то чудесным образом витилиго убегает, неизлечимая болезнь. У меня есть множество девчонок, которые не могли родить, от 3 до 15 лет родили. Вот это нонсенс. Представляете, человек живет 5 лет, не может забеременеть. Начинает потреблять питание, естественно, не все, потому что есть еще, это надо профессоров в этом разбираться. Но есть множество вариантов, где девчонки забеременели, просто кушая продукты. А раньше не могли. Есть множество вариантов, где люди похудели, давление стабилизировалось, природная пластика. Вот этот мужчина, видите, у него ребенок появился. Он на пенсии вообще-то. Девчонки хорошеют, молодеют. Природная пластика, прыщики убегают. Вот как, вот прыщики как убегают? А все просто. Улучшается работа пищеварительного тракта. То есть все можно обосновать. Вот широкая кость. Говорит, самая большая широкая кость. Я говорю, насколько? А он говорит, я 163 килограмма. Через 1,5 года 95, а сейчас есть фотка, где на 75. Это что у нее, 90 килограмм кости, что ли, было? Люди меняются. Естественно, не сразу. Бросают пить, бросают курить. Витилиго убегает. Вытягивается. Я вот на несколько сантиметров вырос. Чтобы вам было понятно, в 38 лет, ну, 37, сейчас 38 будет, в 37 лет люди не растут ввысь. Потому что, если вы изучали науку, то как развивается организм? До 18 лет это один этап, до 25 лет второй этап, и потом с 25 лет он начинает там какие-то, ну там кунзин начинает меньше вырабатываться, мелатонин, ну, другой процесс идет. И человек потом ниже, ну, то есть высыхает, там, ниже становится, сантиметров вырос. Это говорит только о том, что у меня пошел процесс, ну, вот наоборот. Были кривыми, стали прямыми. Это они мне сами говорят. Они говорят, Андрей Аркадьевич, мы стали пить воду, делать зарядку, кушать продукт, а у нас еще есть один продукт. Сказали в Якутию передать, если главный для саргылана. Тонна саргылана. Вот, отлично. В общем, сказали передать. Вот это Elevate, это завтрак с утра, а Accelerate это легкие результаты. Роды легче. У нас ни один плод не поднимается. У нас после родов восстанавливается много. Там похудело на 9 килограмм, стало энергичнее, ушли боли в суставах, костях. Вот про что я говорил. Сердце, улучшилось зрение, сон, кожа, волосы, уменьшились руки, нет трещин на пятках, укрепился иммунитет. Так вот, глаз, целлюлит у девочек уходит, бока уходят, экзема. И не является лекарством. Вот почему японцы живут долго, они давно эти продукты кушают. Понимаете, а мы лекарства кушаем, а они еду кушают. Вот и разница. А Гиппократ сказал, что ты ешь, то ты и есть зеркало. Все. Ну вот, например, меня осматривал, это вот если мы про скелет говорим, один из лучших в России, в СНГ, Костоправов. Он попросил посмотреть мой скелет.
И когда он посмотрел скелет мой, он сказал, я впервые в жизни вижу человека, у которого нет протрузий, сколиоза, и в вашем возрасте, говорит, все как-то там, ну, на их языке научном, все ровно, ну как, равномерно. И еще, говорит, энергия. Ну там чакры, там что-то такое там. Ну то есть, говорит, я, говорит, смотрел спины тысячи людей разных. Там и известных, и неизвестных там. Но я, говорит, в шоке. А я ничего не делаю особого. Я делаю зарядку, пью воду, но зарядку каждый день. И ем вот этот продукт утром и днем. Ну, утром и вечером. Все. Сейчас я вам покажу, например, вот Шариф. Шариф пришел, за год спину сделал. Смотрите, как это работает. Вот он пришел весь кривой косой. Вот он стал. Понимаете, нет? Поэтому я вот сам в шоке. Ну, когда у девочек ноги прямые становятся, это вообще нонсенс. Просто у меня друг в Ангарске известный массажист и так далее, там он плюс врач. Я когда к нему приходил в профилакторий, я тогда еще ребенком был, он девчонок мучил. Какие-то цепи им повешивал, в бассейнах там, ну, что-то выпрямлял, там, понимаете? Гантели какие-то, там, грузы. Потому что больно им, выпрямляют, там, все делают. А здесь раз-раз без всего этого. Но фантастика только для тех людей, кто это делает. Я это делаю, потому что это классно. Но вот представьте, человек не спал более суток. Да? Летел на самолете. Причем я летел-то и в Читу, и до Улан-Удэ добирались, и с Улан-Удэ до Якутии. Вы понимаете, сколько, ну, климат, часовые пояса, ну, плюс я каждый день что делаю? Выступаю, говорю. Вы поймите, я вообще не устал. Во мне столько энергии, я могу сейчас отжиматься, танцевать, петь, радоваться. И все это, вот эта наука, которую передали мне чемпионы. Чемпионы по здоровью, чемпионы по деньгам, чемпионы по мышлению. И ты ее вот здесь вот начинаешь, ну, модернизировать, как вот собирать в одно. И делаешь это, все. Так я как понял, для меня 100 рублей, инвестиция в меня это гораздо круче, чем бутылка пива или пачка сигарет, ну, шоколадка. Ну что тебе шоколадка даст? Ну что она даст тебе? За 100 рублей, кстати, тоже. Да ничего она тебе не даст. Сахарный диабет она тебе даст. Если ты не знаешь, сахар это самый вредный компонент, который выводит все полезные витамины и минералы. Вот и все. Ну вот по продукту я вот вам показал. Я знаю, как сейчас деньги вам заработать. Но я ради интереса, вот я же здесь никого вообще в принципе не знаю. А кто вообще потребляет продукт? Есть такие люди? Вот кто? Ну, нормально, не зря живу. Столько людей счастливых. А кто получил результат в вашей семье по продукту или по доходу? Поднимите выше. Супер. А есть вообще кто первый раз пришел? Супер, ползала. А вы видели, кто первый раз поднял руку? Сколько людей получили результат? Вот задумайтесь. В смысле, обмануть невозможно. Это же ваши друзья, родственники, знакомые. Я-то их не знаю. Это вы с ними как-то соприкасались. Вы представьте, сколько результатов у людей. Множество. Множество результатов, друзья. Меня от этого уже вдохновляет. Вот у меня сейчас пошли мурашки. Вот у меня волосы встали. У меня волосы встали дыбом, и щетина вот она вот прям. Вот пошла. Кто чувствует? Ну, а знаете от чего? От того, что у вас хорошо. Значит, ты живешь не зря. Ты помогаешь людям в разных странах мира. Вот недавно я помог мужчине, которого никогда в жизни не знал. А как помог?
Я начал это делать. Ну, благо. И делать. И мужчина в структуре внизу, у элиты там, он всю жизнь, более 15 лет у него, 18 лет, как это называется? Бехтерева болезнь. С тросточкой ходил. Стал потреблять наш продукт. Я вообще этого мужика не знаю, он мне никто не по крови. Но представьте, что с ним произошло. Он сейчас ходит в спортзал. И вот понимаете, смысл жизни это помогать людям, причем незнакомым людям. Вот если ты помогаешь родственникам, это не помощь. Это вот знаете, иногда, как родственнику, это легко помочь. Попробуй незнакомому помоги. Вот незнакомому. Да? Вот когда вы начнете жить не для себя. Вот просто вчера в городе Улан-Удэ мне подарили, в общем, эти орешки. Я их все равно не успел съесть. Я пошел, подарил их девчонкам в кафе, которые там обслуживали. Вот это понимаете как? Люди тебя не знают, ты им даришь. Или вот я был в Нальчике, мне там фруктов надарили, а мы уже в другой город поехали. С Нальчиком куда? В Краснодар поехали. И девушка на стойке работает, ей раз. А вот, что говорить, вот в Чите я был. Мне подарили ананас, но не порезали. А мне выступать, мне некогда этим заниматься. Резать, чистить. Где там у себя в номере возьму нож, И я спустился, женщина там сидела, оплачиваю вот прачку. Ей ананас, вот эту корзину. Они вообще не понимают, что жить там, они вообще не понимают, что добро-то легко делать. Люди вообще в шоке. И вот я вот так вот живу, знаете, как-то вот не зацикливаюсь. Сегодня мужик шел там зарядку в аэропорту искал, говорю, иди сюда, заряжу. Поставил. Все. То есть я его не знаю. Мне от него ничего не надо. Понимаете? А другая дура идет там, плохо себя ведет, ей уже не помогаешь. Почему? Потому что, отношение к людям должно по-человечески. Можно я с вами там, с наездами? Да иди ты дальше в баню, куда шла. Правильно, нет? Правильно. Вот нужно, кто заслуживает. Вот кормить людей очень классно. Вот люди ждут, ты в ресторане сидишь, торт заказал, и там у тебя юбилей, день рождения, а ты раз, официанту сказал, раздайте всем еще. Представьте, они сидят им, какая жизнь у вас будет? Нормальная. Люди думают, классный, незнакомый человек, Ценное, что есть, люди получают результаты. Представляете? Невероятное чувство. Что-то много вас поднял, звать сюда на сцену. Чтобы кто-то рассказал результат. Мне просто охота, чтобы о результатах рассказали не приезжие, а вот 3-5, не больше, потому что я хочу о деньгах рассказать. Завтра будем про здоровье. 3-5 человек, которые местные. Я с ними не общался. Вставайте сюда. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут, какой у вас вообще результат? И вообще, зачем вы стали потреблять этот продукт? Зовут меня Александр. Я пришел в нашу команду «Успех вместе» 15 месяцев назад. И начал, я пришел, все было. Но на данный день, на данный момент, я себя чувствую очень великолепно. Я скинул 12 килограмм, было я 116 килограмм, кто у меня сделают, у меня есть там такие. Почка у меня была, киста 5,9, сейчас она 4 сантиметра стала, уменьшилась. Давление у меня стабилизировалось, было 200-220, сейчас я, где-то 125-127. Чувствую себя вообще великолепно. Рекомендую всем.
Приходите к нам в команду «Успех вместе» и выздоравливайтесь. Спасибо. Вот видите, человека болело задуматься о здоровье. Если бы боли не было, он бы не стал потреблять продукт. То есть люди приходят через боль. А я вам предлагаю приходить не через боль. В смысле не ждать, когда у вас заболеет папа, мама или ребенок. Вы понимаете, ошибка многих людей, они думают, их это не коснется. Смерть коснется всех. Разные заболевания рано или поздно все равно кого-то коснутся. И вот почему человек настолько тупой, его близкие? Почему он настолько неблагодарный? Почему люди не такие вот, существа, которые вот не ценят и живут, вы знаете, как-то вот, даже не одним днем, а как-то там, даже сказать, чем они живут? Но ко мне, знаете, сколько людей прибегало? Было больно смотреть в их глаза. Сколько людей пишут, помогите, прошу вас, умоляю, дайте денег на операцию, дайте денег на то, дайте этот продукт, срочно вышлите. У меня мама слегла, там отец это. В смысле, эти люди знали об этом продукте 2 года назад. Они не стали брать себе, они не стали брать родственникам. Но потом они приходят ко мне и просят денег на операцию. Либо срочно продукт, потому что хотят поднять. 2 типа есть людей. Одни просят деньги на операцию, вторые деньги не просят, просят продукт за деньги, наоборот, купить, чтобы спасти. Вы понимаете, зачем это делать? У меня бабушка, 8 юбилей был. Брат постранил, помолодел. Отчим, до этого продукта у него было множество серьезных моментов. Живой, у него были операции разные, шунтирование. То есть, и благодаря этому продукту живой. Потому что это до было. То есть, понимаете, вот зачем люди вот это, позволяют себя не любить? Я этого не понимаю. Не приходите через боль. И ни в коем случае не ждите того момента, когда будет больно. Вот просто живите сейчас, потребляйте продукт, он помогает людям. Поздравляю. Здравствуйте. Как вас зовут? Всем здравствуйте. Доброе время, интернет. Марта уже как год. У меня инвалид 3 группы бессрочно по суставам ревматоидный полиартрит. С каждым годом у меня заболевание прибавлялось. Было сахарный диабет. И в конце концов ко мне прицепилась глаукома. Из-за глаукомы я стала пить правильное питание ЛЕВ-8. Потом подключила Accelerate. Получила колоссальный результат. Боли куда-то убежали, постранил на 13,5 килограмм, появилась фигура, лицо омолодилось, и начала людям рассказывать. Я желаю всем здоровья, добра. Подключайтесь в нашу команду. Вот видите, люди, вот кто религию изучал, там говорится вот так. Где один говорит о чем-то, это его правда. А правда у каждого человека своя. Где 1000 людей говорят об одном и том же, это есть истина. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Суяра Жиркова, я мама 4 детей. Благодаря этому продукту у меня больше не болит голова, не беспокоит остеохондроз, спина не болит, колени не болят, целлюлит уходит, подтягивается кожа, 2-й подбородок исчезает. И у меня минус 15. Была вообще? Да. Да, вообще 15, минус 15. А вот скажите, это правильно, вот плюс 15? Нет. Вот видите, а минус 15 в данном случае, это правильно, когда уже плюс 15. Молодец. Сколько месяцев потребляла? С 15 июня 2018 года, с перерывами.
Посылка долго шла. Вот студентка еще. Недавно. Видите? Молодец. Здравствуйте. Этот продукт, наверное, самое первое, самое... Результаты необыкновенные. Во-первых, энергией прямо через край. Я помолодела. Мне делают комплименты. Недавно мне спрашивают, неправильно говорят, я уже прабабушка. Я похудела на 10 килограмм. Я в талии сбросила на 10 сантиметров. У меня ушел подбородок, у меня рассосался шейный хондроз. И знаете, когда я работаю, и, значит, при прохождении медкомиссии меня отправили к онкологу. И там сказали, что мне нужна операция по-женски. Для меня это был страшный шок, но благодаря непрерывному приему вот этих наших продуктов, да, я избавилась от того, что мне нужно делать операцию. Не потому, что я не захотела, а их необходимости. У меня хорошее настроение, вы знаете, такой позитив. И всегда хочется, вот, знаете, радоваться жизни. Я всегда, как учит нас Андрей Петрович, я всегда утром подхожу к окну и говорю, я кричу: «Здравствуй, Вселенная! Как хорошо, я благодарю тебя за то, что я вижу, слышу, за то, что я встретила сегодня это утро» и так далее и тому подобное. Вот. Значит, продолжая дальше. Вы знаете, значит, пропив 2 года вот наш продукт, да, я буквально недавно обнаружила то, что у меня ушла слезоточивость. Обычно, вот, как бы, я всегда крашусь, да, и прихожу вот в помещение, и у меня, когда вот на ветру или при морозе, всегда бегут слезы, вот такие черные, такие волосы на лице. Сейчас этого нет, поэтому это здорово. Так 2 года, представляете, у каждого свой букет. Поэтому, знаете, вот проходит время, казалось бы, уже и забываешь от того, что у тебя были папилломы, что у тебя болели колени, что у тебя болела там, значит, спина. И все это как бы ушло, как будто бы ты вот этого и не было. Поэтому продукт отличный, замечательный. Если вы еще сомневаетесь, вы просто теряете время. Будьте здоровы и принимайте продукт, не задумываясь. Всего доброго. А продукт сколько потреблять? Всю жизнь. Это же еда. Да. Я 24 месяца, 25 не хожу в аптеку. Получается, в нескольких десятках городах и странах. И провел более 600 тренингов. И сделал более 100 перелетов. И ни разу не заболел. И не собираюсь. Правильно, ты тут вон там. То есть, понимаете, мы... Но это вот просто... У космонавтов нет таких нагрузок. Просто нет. Они 25 месяцев подряд, они не летают 25 месяцев подряд, они не выступают 25 месяцев подряд. А тут, представляете, круглосуточно вот так. Круглосуточно. Разные города, страны. Выступления по 15 часов, да, или сколько у нас рекорд был времени? Там 12 часов. до 16 часов без перерыва выступают. От 3 до 16 часов тренинг. За это время. Здравствуйте, давайте знакомиться, подходите. Я помогу вам. Добрый вечер или доброго дня в интернете. Меня зовут Светлана. Мне заказ попала я на аукцион, это в ноябре месяц было. Ну, правда, долго шло. Я покупала внутренне тут. И пила, и муж пил. У меня появился большой иммунитет. Я ни разу не заболела гриппом, никакими вирусами. Белая роза ходила. И там мне сказали, что у вас была большая миома, но она почему-то у вас вот так усохла. А вот я тоже, значит, И суставы ходил перестали в клинику, я тоже, значит, зубы профилактировать. Я ходил, в общем, это было
где-то 1,5 года назад примерно. И у меня вот тут такая штука, ну, отрезать. И вот это я заметил, у меня в этом месяце она вообще куда-то туда ушла. То есть вот она, видите, вообще там вот она, вон там куда-то убежала. Так я же пришла и свободно поднимаюсь, легко. И много энергии прибавила, чувствую себя очень бодро, очень полюбила. И всегда в YouTube вас всегда слушаю и смотрю. Я вообще никому не нравлюсь, вот, ну, через интернет. Вам понравился, что ли? Да, полюбила я вас. Благодарю. Очень я вас уважаю. А то в интернете люди смотрят, там говорят, о, там ля-ля, что смотреть. Я специально пришла, у меня целый вечер увидеть вас воочию. Благодарю. Поздравляю. Вечер. Марина Алексеева. Я студентка, обучаюсь в медицинском институте, и меня впервые пригласили через интернет. Я удивилась по интернету, да? Ну, как это сказать? Нашла время зайти ночью, да? Зашла, и мне, знаете, вообще не понравилось. Я вот думаю, что мне отправила вот Жога Маширна. Сейчас я очень благодарна ей, что она дала мне возможность попробовать продукт, потому что и она проявлялась в виде крапивницы, и кожа всегда чесалась, были расчесы, и это было совсем некрасиво, и приходилось все прятать. Была еще хроническая усталость, студентка, обучаюсь, двое, приходилось там, тут, ну, в общем, вообще такого нету. Сейчас чувствую себя отлично, бодро, успеваю все пойти учиться на лекции, быть за детьми, ухаживать. А что, нравится стал, что ли? Вы? Но. Да я вообще не пропускаю, смотрю, у вас везде и повсюду все зарегистрировалось у вас. Так что... А кому понравится-то? Ему, ну, людям говоришь, вот ты толстый, правильно себя любишь. Вот ты бедный, потому что неправильно управляешь своими, ну, возможностями. И люди, они же вот, которые бедные, они вот еще как обижаются, в штыки встают. Вот. А только так можно перезагрузку мозга сделать. В смысле, если что ты толстый, о, молодец, что ты куришь, о, молодец, что ты пьешь. Ну, типа, братан, что мы пьем, нормально. Ну как? Ну и все нормально же, да? А вот так, ты что, братан, пьешь-то? Ты что, совсем обнаглел? Тебе что, не стыдно? Вот так. То уже по-другому, понимаете? Он, может быть, задумается. И еще хочу поделиться. У меня сестра, я сразу предложила своей сестре, родной сестре, и дала ей капсулу принимать, но она сказала что-то не рассказывать об этом результате. Но пришло время, я у нее спросила, можно ли рассказать, и вот рассказываю вам и делюсь. У нее первый ребенок есть, и она долго не могла забеременеть. Употребляла она июнь, и потом мне осенью говорит: Марина, для нас это вообще огромный результат, и призываю своих земляков, своих сверстников употреблять этот уникальный продукт. Молодец. Здравствуйте, интернет, здравствуйте, зрители, земляки, гости мои, наши. Мне 44. У меня 5 детей. Да, скоро буду бабушкой. И я употребляю это продукт месяца. У меня очень хорошие результаты.
Я оперированная глаукома. Я не знала эту капсулу, рано знала бы, вообще спасла бы свои глаза. У меня оперированы. Сейчас я эту капсулу употребляю с сентября месяца, так что я вообще бросила эти капли. Вы знаете, что такое глаукома? Это зависимость от капель. Мне запрещали что-то делать, я уволилась с работы, я дезинфектор сама. И химические вот составы все проедали, осталось без глаз. А сейчас я все забросила, все капли забросила. Я начала с собой, ну как видите, после 5 детей, да, и я вот такая. Вам нельзя смотреть. Можно в интернет показать. Да. Ну, в общем, такая, как вам объяснить? То есть следит, меняется все в лучшую сторону. Мама 5 детей, так-то на всякий случай. Пятый, десятый. Да. Или какой, 4-й? Мне 5. 25 лет. Да. Ну, в общем, 25. она так сказала, что ей то ли это, то ли то. Да. Ну и еще у меня дочка, врачи, наверное, знают, что такое атаксия придыха мозжечковая. Это мозжечок умирает. Ей дали 25 лет. Ну, ей сейчас 23 года. Мы пьем с сентября. Я с опаской так делала. Ну, мы коляски были. Мы коляску уже бросили. Мы съездили в Аршан отдыхать своему спонсору. Вообще, ну, чуть-чуть уже начинаем ходить, по дому все делаем. Так что спасибо, что я нашла с интернета эту чудо. Так что всем спасибо. Успех вместе, супер. Друзья, вы понимаете, что успех вместе – это процветание? Сколько людей меняет жизнь? Важный момент. А вы почему думаете, что в Якутии столько заболеваний? И почему я вам вначале рассказывал, чтобы я здесь не жил? Вот видите, я же на все не просто так же говорю. Я бы здесь не жил. То есть здесь не хватает солнечных лучей, здесь не хватает темных ночей, здесь не хватает кислорода, здесь не хватает разных полезных видов питания, разные травки. Ну, то есть очень много существует фруктов, овощей и травок, очень много. И здесь еще человек из-за холода малоподвижен. То есть он вынужден постоянно быть в таком, ну, где-то, да, вот в таком, да. А это нехорошо для организма. У человека более миллиарда кровотоков. Кровоток – это то, что внутри вас лежит от точки А к точке Б. И если он, ну, то есть не в движении кровоток, то от этого появляется заболевание. А вы послушайте, вот она же говорит, мне всего столько лет, а дочери столько, там, ребенку столько-то. Вы что думаете-то? Это ж не возраст, ну как, не возрастного человека касается, это касается всех. А если кто-то думает, что он еще, ну, якобы здоровый, он врет. В принципе, здоровых людей по статистике Минздрава официально нет. Из 1000 человек официальная статистика говорит, что 950 нездоровых. Задумайтесь, вот как раз перед вами выступает ваш местный эксперт, врач. Выходите. Всем привет, интернет-привет. Город Якутск, ой, Республика Саха. И все. Гуляйте, привет. Вот, давай поближе сюда, чтобы там еще слышали. Да. Что, ну, тут многие меня знают, но тем не менее напомню. Меня зовут Максим Архипов. 20 лет, как я тружусь врачом, практикующим. Проработал во многих областях, включая, ну, в основном в экстренной медицине, спасая жизни. Работал в спортивной медицине, в ЛФК,
был заведующим клиникой биохимической лаборатории. Это я к чему говорю? Не от того, что хочу похвастаться. Ну, и немножко похвастаться, конечно. Из-за того, что я хочу вам просто... Все происходит, знаю эту кухню изнутри. И что вы хотели сказать? Да, вот Андрей Анатольевич сказал по поводу мышления, и что основная масса — боль. Но, к сожалению, просто в последнее время, сейчас вот, моя жизнь очень сильно, конечно, изменилась благодаря Академии «Успех вместе» и компании BeEpic. Я одно время был, конечно, ярым, но это по молодости был поклонником фармакологии, что без лекарств химических людей, без химических лекарств фармакологических человек не выживет, потому что нас так учат в мединституте, потом врачи бесконечно учатся, и кажется, что кроме таблеток, химических препаратов, ничего нет, ничего человека спасти не может. Но, соответственно, мне очень было сложно общаться, до сих пор очень сложно общаться с моими коллегами. И чем опытнее доктор, тем у него мышление, вот, у него опыт, у него знания, естественно, кроме официальной медицины, официальных методов, таблеток, фармакологии, человеку помочь невозможно. Я ответственно заявляю, с некоторых пор я уже выхожу из тени официальной медицины, я вам всем заявляю официально и ответственно заявляю, что официальная медицина ничем вам не может помочь, ни одному человеку, к сожалению. Может помочь только в одном случае, когда есть угроза жизни. Все. Больше, вот почему мы просыпаемся только тогда, когда уже все закончилось. Просто у меня своя боль, опять же, была. У меня мама умерла от рака в печени. И это обнаружилось на последней стадии. Конечно, это боль, это непонятность абсолютная, почему это я, такой умный врач, и так прохлопал. Ну, было очень больно, действительно. Ничего невозможно было сделать. Но если бы она была бы жива до сегодняшнего дня, конечно, ну, видимо, так должно было быть. И поэтому я очень рад, что появился, ну, во-первых, Академия «Успех вместе», потому что это мышление, действительно, чтобы продлить свою жизнь, грамотно продлить. Понять, что это надо делать сейчас, надо жить сейчас, жить при жизни, делать шаг вперед к компании BeEpic. Я убедился на клинических, биохимических анализах, у людей живые истории каждый день, потому что до этого я жил только, у меня была одна половина официальной медицины, сейчас я живу на две ветви. У меня как бы двойная жизнь получается. До обеда днем я назначаю эти таблетки, потому что меня выгонят с работы, а пока мне нельзя выгоняться с работы. А после обеда я иду в офис, кстати, мы открыли офис в Якутске, и говорю людям, которым уже назначили, что это нельзя пить. Они говорят: вы же доктор, у вас что, расщепление личности? Что? У вас головой, может быть, не очень в порядке. Я говорю: нет, я же там официальный. А сейчас вот я немножко не доктор, ну, может быть. Поэтому я вам назначаю клеточное питание. А они говорят: а как, лекарства все бросать, что ли? Я говорю: нет, давайте помаленьку будем уменьшать дозы. И есть даже случаи, и их все больше, когда люди полностью отказываются от препаратов. Тот же мой отец, например. Я громко не хочу говорить, но тем не менее ему будет 80 лет в этом году, в следующем году, то есть. И он астматик с 45-летним стажем, он за 1 месяц потребления продуктов, ну, естественно, полностью и утренние капсулы, и вечерние, он отказался от всех ингаляторов. А это 3 вида ингаляторов, 3 группы препаратов, гормоны и бронхорасширяющие. Он этих препаратов был 40 лет. Естественно, он этого не понял сначала, он сказал, что, оказывается, я мог без ингаляторов жить. И вообще твоя медицина вся трухлявая, не может тебе старику нормальные рекомендации дать. И, ну, вот сейчас он помаленьку. Но его опять же напугал эффект, что ему сразу помогло. И оказывается, людей это тоже пугает, когда им сразу начинает помогать. Они перестают пить из-за того, что слишком быстро начинает помогать. Поэтому я вот в этом убедился. И во второй приезд, по-моему, да, вот когда... Почему сегодня тема встала, он никому не нравится, в отличие от меня. Мышление реально. Я уже не боюсь, в принципе. Любой мой коллега, конечно, такие крамольные вещи не стал бы говорить, учитывая, что он работает на эту официальную... Когда во второй приезд, настолько была уверенность в компании, что час проходит, 2, а я Жан Голме говорю: слушай, а когда это... Люди же уже рассасываются же. Может быть, это что-нибудь... Те оставшиеся люди,
они как раз, у них уже мышление начнет меняться, и они будут, вначале помогут себе, а потом начнут помогать другим. Вот такая уверенность уже показала жизнь. Поэтому ждать не надо. Я с мая месяца потребляю продукт, несмотря на мой совершенно нездоровый образ жизни, из-за отсутствия режима, нерегулярное питание, там все это, у меня идут огромные изменения и внутри себя, и в мышлении, и настоящая истинная помощь людям, которого мне не хватало. Поэтому присоединяйтесь, дамы и господа, или товарищи, не знаю, друзья. Молодец. Мужественно рассказал, о чем молчат, потому что боятся потерять зарплату. Да. К сожалению, вот такая медицина. Боятся говорить правду, а надо говорить правду. Ну что, вы поняли, что продукт 100% эффективный. Но продукт без мышления, без образа жизни, без воды, без гимнастики, без определения не даст вам того, что дал мне. Поэтому, если вы завтра придете на тренинг сюда со своими родными, в 18:00 местного, потому что завтра самолет не опоздает, чтобы вы сделали все возможное пригласить людей на завтра, поможете им быть здоровыми, богатыми, а Вселенная вас благодарит той же монетой, только в разы больше. Тебе вернется ровно столько, сколько ты сделал, только в 10 раз больше. Да будет так. Да. И вот, друзья, давайте с вами сейчас перейдем к финансовой части, потому что вот мы сейчас говорили про духовную, мы говорили про здоровье. Везде нужны финансы в современном мире. Вы сликуете, на самолете не долетите бесплатно. Ну, вас не повезут. Вы тоже деньги нужны. Поэтому давайте сегодня посмотрим, как мы можем помочь внукам, детям, себе, какие сегодня есть возможности. Ну вот смотрите, есть интернет-магазин BEPIC. Интернет-магазин BEPIC, он не производит продукт, он продает продукт. Примерно понимаете, что, да, я скажу? Он не предоставляет вам деньги потребительского круга людей. И вот здесь сейчас лежит 14 тысяч долларов, это примерно 1 миллион рублей. И это доход не за месяц, это доход за несколько дней. То, если вы хорошо трудитесь, то в магазине у вас будут появляться деньги. А сам ничего не продает, а платит деньги за создание потребительской сети. Значит, вам продавать не надо, рассказать людям о магазине, они в магазин придут, купят, и продукт придет к вам. Но если вы внимательно слушали, 2 часа долго, это же напрямую с завода. Плюс какой? Что есть еще производитель. Производитель, он не интернет-магазин. Там штат ученых, производство, и там производят разные продукты в области долголетия и здоровья. И эти продукты в интернете продаются, мы их покупаем и закупаем 2 пачки. Когда мы покупаем 2 пачки, нам дают 10 капсул еще в подарок. Вот когда мы 2 пачки одновременно берем, почему я 1 пачку не покупаю? 1 пачку купил. Поэтому очень удобная у нас схема интернет-магазин без посредников. Я когда покупаю, мне продукт приходит через Японию на Байкал, без посредников. Я очень счастлив, посылку взял на почте и пошел. В начале месяца, чтобы продукт уже что? Отправили. И кто еще не заказал в марте, сделайте заказ в 6 утра Москвы. Вам продукт, скорее всего, уже в конце марта придет. А если вы сделаете заказ в конце марта, вот видите, поэтому делайте заказ в начале марта, в начале апреля, в начале мая каждый раз.
И желательно делайте запас. Вот смотрите, и заехал в домашний ресторан грузинский, и там встретил приятеля. А он говорит, ты что, улетаешь? Я говорю, да. Он говорит, когда будешь? Я говорю, а что? Он говорит, я хотел бы продукт попробовать. И мне пришлось ему свою пачку отдать. Я достал. И что произошло? Он потом, я там кушаю, сижу, заходит и говорит, а есть еще одна? Я говорю, зачем? Жена, говорит, отобрала. То есть, если бы когда ты прилетишь, я говорю, 10 марта в Иркутске, он берет, считает, что там 30 штук, на жену делит, а я вот улетал. Он говорит, то нам хватит, и еще одну пачку поприлет. Пачки, они ушли. Мне продукт достался дешевле, и им, потому что мы, получается, если заказываем партию, нам же одной доставкой продукт дешевле. И я всегда заказываю, как? Первый раз вы берете, вот сейчас у нас компания разрешает покупать на 120, заказывать на $300 разного продукта, еще больше. Вот. И мне идет запас. Друг взял, он потребляет, его жена взяла, она потребляет. Сосед у меня на улице, я иду, я видел там в интернете это, ну, ты там потребляешь, что помогает? Я говорю, да. Слушай, я хочу теще и мне есть 2 пачки. А если бы у меня не было, я бы не смог им помочь. Всегда что? Вот люди сами по своей вине делали перерывы. Заказывали больше бы, был бы запас, никаких бы перерывов что? Не было. Логично я говорю? Все, вы думаете заранее. И тогда у вас будет бизнес. Если у вас будет запас, вы поможете людям. Эти люди получат результат, они другим расскажут. Потом они в магазине научатся без вас заказывать, тоже с запасом, и у вас потребительская сеть выросла. То есть сначала вы делаете заказ с запасом для себя, потом они потребляют, а потом они сами также делают, когда вы их научите. За рекламу. Обо всех говорить не буду, расскажу вам о самых главных. Заработать легко $650. За 12 месяц вы можете легко заработать $10 000. Видите, нельзя богатеть. Нужно время. Что такое время? Это точка А и точка Б. И смотреть, вы не прошли путь. Если вы будете бухать, вы не прошли путь. Если вы не будете ходить на презентации, на тренинги, то путь не прошли. Никаких $10 000 у вас не будет через год. Есть люди, которые пришли к нам. Вот Иван 2 красных диплома. Свадьба в кредит, путешествие в кредит, машина поддержанная тоже в кредит. И через 10 лет постарел, собственной квартиры не появилось, новой машины за наличку не появилось. То есть вроде 2 красных диплома, и тут ему захотелось что-то изменить. Он пришел в академию, и его жизнь изменилась. Круто изменилась. Уволился с работы, купил машину жене, себе, купил квартиру, побывал более 10 стран мира, помогает людям. Да. Теперь смотрите. Иван прошел путь от А до Б. Понятно? И вот давайте не инженер, а топ-лидер академии. Иван, расскажи, пожалуйста, коротко, в 2 словах, вот что ты делал, чтобы через год получить. И скажи, пожалуйста, сколько ты в ноябре во время акции заработал за месяц? Рублей. Делал я с самого начала все просто. Я просто хотел что-то поменять в своей жизни, выполнять те рекомендации, которые там дают. И вот такие вот
колоссальный результат. Вот смотрите, он заработал более 150 тысяч долларов за месяц. 12 месяцев подряд. У нас каждый день есть одна презентация, либо тренинг в академии. Бывает для жителей. Ночью. А ты также живешь в их временном, скажем так, примерно пространстве. Вот скажи, пожалуйста, ты за 12 месяцев хоть раз пропустил хоть один живой тренинг, хоть одну презентацию или тренинг, хотя ночь и надо спать, чтобы идти на завод? Ну, скажем так, все возможно, но в портале есть архив, который вам позволяет зайти и посмотреть ту презентацию, которую вы пропустили. То есть человек целый год просмотрел все встречи, наполнил себя чем? Знаниями и с теорией превратил в практику. То есть вот вам простой пример. А теперь скажи, сколько ты зарабатывал первый месяц, второй месяц? Ну, точные цифры я вам не скажу, но первые несколько месяцев это или по несколько, что вы можете в любой момент зарабатывать большие деньги. Но для этого нужно прилагать усилия и выполнять те рекомендации, которые Андрей Артурович дает в Академии. То есть он не стал сразу зарабатывать много. У него даже не получалось и что-то не нравилось. Молодец, потому что, и вот понимаете, это очень важно стать человеком, который развивается, и несмотря на то, что он зарабатывает такие деньги, он был в Чите, он был в городе Улан-Удэ, он прилетел в Якутск на тренинг. В Иркутск. И вы прилетаете в Иркутск, потому что там будет круто. Да. Встречаем Иван Бог. Вот так меняется жизнь людей. Теперь смотрите, вот я показал. Теперь я покажу вам, скажем так, постарше. Вот у нас есть тут Долгарма. Вот она, смотрите, на пенсию должна была выйти. Сейчас, правда, продлили пенсионный возраст. Да. И она пришла. Марта, что ли? 11 марта. И вот так вот слушала, сидела информация. Подойдите сюда, вот сюда поближе. Кем вы тогда работали и сколько в сутки получали? Я работала кассиром в киоске, и зарплата дневная была 500 рублей. Если я без выходных работаю, то 15. Получала 500 рублей. То, что она старше Ивана, она за первый месяц заработала... За первый месяц заработала 70 тысяч, даже не месяц, за 20 дней. То есть она заработала $1000. То есть она даже обогнала и она это сделала за первый месяц. Потому что я уже 2 месяца кушала продукт, я на себе видела, я поняла, что продукт работает, и очень мощно я стартанула. Март тогда приехал к нам Андрей Артурович. Через 10 она купила новую квартиру стоимостью 1 800 000. Это значит где-то 28 тысяч долларов. То есть через 10 месяцев она смогла... А жила она всю жизнь. Она деревенская, скажем так, девчонка в доме. Я всю жизнь жила я в деревянном доме, в частном секторе с печным отоплением. Но никак я не предполагала, даже и мечтать не мечтала, что я могу купить за 10 месяцев квартиру благоустроенную. Но, конечно, это для меня очень большой результат, для меня счастье. И я же рассказываю, делюсь своей радостью, что вот здесь, в нашей академии, вот есть такие возможности. Начала учиться ведению бизнеса в интернете благодаря обучению в академии, потому что академия у нас онлайн-презентации проходит каждый день, минимум 2 раза в последнее время. Вот, развиваться в интернете. Возраст мой 55 лет, но в общем мне очень нравится.
То есть, видите, она стала путешествовать по миру, первый раз села на самолет, первый раз побывала в 4 странах мира, первый раз бросила курить. Сколько лет курили? Около 30 лет. 30 лет курили. Конечно, невероятно. Вот она уже умеет в интернете. Не умела. Завтра мы вас познакомим с Айгуль, с Элитой, с Николаем Боль. Смотрите, я бы понял, что никто не сделает меня здоровым и богатым. Я сам себя сделаю. Каждый месяц продукт на семью на $90 плюс доставка. Первый раз это $123, второй раз это $103. То есть это на двоих человек еще 10 капсул в подарок. Потом бы я понял, что если я приглашу первый дохода один раз в жизни $37,5. То есть что я понял? Что существует рекламный бонус за приглашение. Если такой же человек сделает покупку, если я приглашу одного, я 2000 заработал. Но я подумаю, если я 2 позову, значит я еще заработал 2000. Если я еще позову одного, еще 2000, если еще... То есть, чтобы я понял, что приглашая, что они могут так же сделать, как я, и им продукт тоже даром. То есть я бы понял, что нужно рассказать вот этому, что есть способ получить продукт вообще даром. И рассказал бы об этом. А каким образом? Подобного человека, который получил результат по продукту, по доходу, не свой, либо приглашаете человека в телефон, планшет, ноутбук, телевизор. Сейчас он сидит в интернет, посмотрел. Сейчас же много технологий. И он послушал. Либо вот на такую встречу у вас каждую неделю в Якутске проходит в одном месте одна встреча, куда вы приглашаете людей. То есть либо земля, также можно позвать в другие города, куда вы путешествуете. И вот эти 4, они повторят вас. Раз, два, в магазине. На постоянной основе делают заказ на $90. $90 это не на одного человека, 10 капсул в подарок. То есть, можно сказать, на 2,5. Да? И получается, люди худеют, бросают пить, курить, а вы каждый месяц, уже не работая, если вы так сделали, пожизненно, если они покупают, вы каждый месяц получаете $500. $150 уже, потому что они уже повторно делают. Но каждый месяц $500 вы получаете вот за такую схему. Теперь, где найти 20 человек? Вот это интересный момент. Причем 2 нужно найти одному, а вам 4 надо найти. Так где же найти среди 7 миллиардов людей 4 человек? А очень просто. Существуют способы разные. И если вы найдете этих 4 человек, посмотрите, что произойдет. За первый месяц вы заработали $500. Вы научили одного человека зарабатывать $500. Он тоже повторит. Человек, который вы в первый месяц ваш пришел, он за месяц еще одного научит, по $500 зарабатывать. За 3 месяца вы научите 3 человека. У вас в первый месяц он научит 2, кто пришел во второй месяц, он научит 1. И те также будут дублицировать. Через 4 месяца вы научите все вместе 15 человек, а через год вы научите 4000 человек, кто получает $500. Вы научили 12. За год перед что они должны других учить. И через год вы будете получать $10 000 в месяц. Но на самом деле, если эта схема сработает, сумма будет примерно $500 000. Надо делать. Кто-то будет проверять продукт, кто-то будет ходить, ну, знаете, как вот люди. То есть вы начнете делать, через год можете получать от $10 000, от 500 000 рублей.
А при хорошем раскладе это вообще большие деньги. И найти 4 человека. Эврика. Ну, во-первых, у вас в окружении знакомых людей по статистике, вот по статистике мало знакомых людей и родственников, это школа, институт, бывшему не предлагают. А почему бы не предлагать? То есть это бывшие девчонки, это одногруппники, одноклассники, сослуживцы. Это люди, с которыми вы где-то работали, верно? И вот тут интересный момент. Вы начинаете их приглашать в интернет по ссылке. Вам нужно активировать академию, настроить ее, тренинги, как это сделать, ссылку им в WhatsApp, Telegram, заходи, слушай. Они разбираются. У вас находится. Примерно человек 500 у вас должно быть знакомых за всю жизнь. Где-то вы отводили ребенка в детский сад. Просто нужно не бояться открыть рот. Соседи. Теперь смотрите. 500 человек, как будто вы один. Вы идете в клинику. Вы идете каждые сутки, примерно проходит 1000 разных человек. Вы заходите, разговариваете с людьми. Вот просто хороший человек, видите? Видите, что давление у человека. Вот, здравствуйте, у вас какая трудность? Она начинает рассказывать. Вот. И вот вы говорите, а вы знаете, что есть возможность, это очень легко. Много людей, кому это помогло. И каждый день идете туда. И каждый день следующий момент. Это берем косметологические салоны красоты, массажные центры, эти всякие ногти, педикюр, маникюр, стоматологические клиники. У них у всех на входе есть такие, как вот прием. Пришли к руководителю, и ему предложение сделали. Размещу рекламу за деньги. Он начинает интересоваться, какую. Вы ему показываете, рассказываете. Но если хотите, я могу вам передать франшизу, и вы можете это сделать сами. И вы будете получать в своей в своем стоматологическом центре, в своем массажном. Телевизор вот такой маленький. И люди приходят по каждую очередь, да? Там идет фоном ролик. У нас есть 7-минутный ролик. И в этом 7-минутном ролике улучшилось. И человек пока сидит, ногти делает. Вот пришла она, ногти делает. Ты пока ногти эти делай, вот посмотри ролик. И положила планшет. Просто надо включать что? Да, голову. То есть нет проблем с людьми. Их не существует. Проблема в голове. Понимаете? Проблема в голове. Завтра больше здесь людей будет? Точно? Вы сможете? 100%. А что так не уверены? Вы сможете их зарядить? Нужно сделать так, чтобы они здесь все были. Чтобы, понимаете, ценность выросла мероприятия. Вот по земле я вам рассказал вариант. А сколько у вас фитнес-центров, а сколько у вас стоматологических всяких вот тоже центров, сколько поликлиник, сколько профилакторий, массажных всяких вот этих, сколько людей занимаются красотой, волосы. Там где-то вот девчонкам делают, волосы. Сейчас, подождите, договорились с руководителем, либо с человеком, кто там делает, он разместил планшет. Заинтересуйтесь еще деньгами. А вы знаете, что они будут зарабатывать больше в разы, чем они там зарплату получают? В смысле, она будет получать примерно от 1500 в месяц. Вы знаете об этом? То есть вот ровно то количество, которое приходит, может давать от $1500. И она делает, вот смотри, люди начинают пробовать, потом давай, еще давай. Теперь вопрос какой? Кто хотел вопрос задать? Есть вопрос? Склада нет?
Потому что если будет склад, то продукт будет стоить 20 тысяч. Вы хотите легко? Документы российские, откроют склады, наймут охранников, грузчиков, будешь по 20 тысяч покупать. Дай бог, чтобы этого склада не было. Да. В общем, я думаю, вопрос будет по этой тематике, по приглашениям. Следующий момент. Интернет. Мы каждый день проводим раз. И каждый день, сейчас мы едем по городам, выступаем, проводим тренинги, обучаем людей. И вы можете легко, вот сейчас мы поедем в Иркутск, завтра Якутия. Потом у нас Кызыл, Красноярск, Новосибирск, Москва. Вы знаете, куда мы едем? Или вы заходите куда? Иркутск, да? И там надо выбрать, есть там люди. То есть здесь вот можно это выбрать. Короче, когда вы Якутску так пишете, там есть в общем, на телефоне, когда вы так пишете, найти этих людей. К нему заходите, к человеку в Якутске, просто в Инстаграме не напишешь с компьютера. Потом заходите также контакт. Например, берем, тут он выдает группы там, ну, то есть сеть, она выдает вот здесь, видите, новости, сообщества, и в Инстаграме так, и в Одноклассниках, и в Фейсбуке. Вам надо нажать что? Люди. Люди. И указывает список людей, кто живет в Якутске. Видите? Поняли? Инстаграм. У вас и писать 10, не больше, не меньше, 10 разным людям. Больше не надо, меньше не надо, больше заблокируют, меньше эффекта нет. У вас, смотрите, контакт, Facebook, Одноклассник, Инстаграм, 40 человек в день вы обрабатываете. За месяц вы обрабатываете 1200. За год вы обрабатываете. Получается 14400. То есть за год вы обработали 14 тысяч человек. Уловили или нет? А обработали их в разных городах. В смысле, вы сидите, у вас телефон, ноутбук, планшет. И вот смотрите, Мария, так это Великий Новгород, ну то есть, и вот тут выбираете людей, которые вам понравились. Вот Екатерина. Я на нее нажимаю и пишу сообщение. Пишу сообщение. Доброе время. Вы знаете, что сейчас идет благотворительный тур. Доброе время. Вы знаете, что сейчас идет благотворительный тур в вашем городе? То есть вам не надо присылать бизнес или еще что-либо. И вот смотрите, мы летим, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, и вам вообще просто. И вы доброе время, знаете, что сейчас мы благодарим тут в вашем городе? Будет там, например, супер тренинг в день. И каждый день это повторяете. Вы обрабатываете 14 400 за год людей. По статистике из 1000% вам говорят, да, берем 14 400. 14 400 процентов, да? Надо что, умножить на 5? 720 человек скажет да. В смысле, они выйдут на контакт, они будут общаться. Добрый, вы знаете, что сейчас? Вот, что-то в таком духе. Да. В Якутии уже
в Якутии уже, смотрите. Я провел этот тренинг вчера. Просто человек ленивый. Вот человек пишет: с добрым утром всем. Я Анна Куралбаева с города Ташкент, Узбекистан. Хочу поделиться с вами, что порекомендовали. Я рекомендацию давал, но Аэлита как бы сфокусировала ее. То есть я тренинг проводил, а Аэлита сказала: срочно всем так сделать. Она как лидер молодец. Некоторые лидеры жопу не подняли и людям как бы не дали мотивации. Она это сделала. И часть ее людей вот так написали: доброе время, в городе завтра будет благотворительный тур. Привет! С добрым утром! Вам это интересно там? Да. И вот видите, она пишет: Якутск подключается, ура! То есть вы начинаете... Люди приходят на тренинги в города, они видят нормальных людей, либо вы им даете ссылку в академию, они заходят в интернете. Вы им говорите: если вам интересно, давайте свяжемся с вами по WhatsApp и Telegram, и я вам пришлю информацию. Так, друзья, это просто надо делать. Так некоторые просто ленивые слоны, которые вот сидят в интернете и плачутся, что денег нет, что ничего не получается, они ничего не делают. Они просто ничего не делают. Я вам сейчас рассказал, как можно легко на земле делать, и как можно легко делать. А теперь представьте, вот Иркутск. В Иркутске сегодня нет ни одного активного бриллианта, а в Иркутске город, Иркутская область, это вообще масштаб. В Красноярске нет ни одного бриллианта. Это масштаб. В Новосибирске нет ни одного бриллианта. Это масштаб. В смысле, если вы сейчас возьмете все и разом начнете это повторять, а если не умеете, нужно подойти к тому, кто тебя пригласил. Если он не умеет, попросить его, чтобы он тебя познакомил с тем, кто умеет. В смысле, несложно научиться. Так вот, друзья, в интернете, вы хоть уловили идею или нет? Вы что, хотите быть богатыми? Здесь денег много. Так легко 4 найти? Да. Вот видите, 4 легко найти. С головой трудно подружиться. 4 это не проблема. Проблема в голове. А если нашел 4, значит будешь получать в будущем сколько? Потому что ты их этому же научишь. Так? И вот пошло, поехало. Нужно просто делать. Сколько лет академии? 13. Нет. Мы говорим про бизнес ЖБЭПИК. Академия 13 лет. А бизнес БЭПИК это что? 2 года. Это другой бизнес. Вот. В мире в России более 1115 городов в России. Ну, к примеру. Что вы хотите, чтобы сразу везде был бизнес, что ли? Это ж невозможно. А в мире сколько городов? А сколько стран в мире? А теперь скажите, это хорошо или плохо, что в Красноярске нет ни одного бриллианта? Плохо. Это же классно. И не важно, сколько лет академии или БЭПИК. Важно, чтобы там никто не делал бизнес. А вообще в Якутии есть бриллианты? Нет. Нет. Вот видите? Открытое поле. Вот видите, открытое поле. То есть, друзья, вы должны просто начать делать действия. Здесь денег много. Вопрос: делайте, и деньги что? Придут. Правильно? Завтра для вас мы проведем шикарный тренинг, поделимся информацией очень такой полезной. Завтра вы познакомитесь еще с нашими топ-лидерами, с Айгуль, с Аэлитой, с Николаем. Завтра вы увидите новые знания. Поэтому я на вашем месте бы в интернете бы звал вот так. А вы в интернете знаете, что сделаете? Завтра давайте прямо сейчас заходите и приглашайте всех якутов. Не хотят якуты звать, вы позовите.
Вот самое классное решение какое? Да. Не хотят якуты помочь якутам, помогите за якутов. Уже позвали. Классная идея. Но вы не отдавайте свое золото. Вы не отдавайте свою нефтяную скважину. Сами это сделайте. Сами помогите якутам. Поэтому сегодня у нас прошел феноменальный тренинг. Завтра будет еще лучше. Всем рекомендую сделать заказы до завтра и пригласить много родственников и друзей. С вами была команда «Успех вместе» и ваш друг Андрей Шаура.